Родственники оплакивают умерших прямо на улицах турецкой области Хатай. Тела людей никто не убирает, поскольку сейчас главная задача – найти выживших. Под завалами после землетрясений в Турции и Сирии могут находиться еще тысячи людей, и спасатели начали гонку со временем. Особенно учитывая, что температура воздуха в регионе опускается до нуля. На этих кадрах спасение ребенка в сирийском городе Джандарис. Здесь удалось найти и спасти еще двоих детей. Более 1800 человек в Сирии погибли, а тысячи получили ранения. В Турции число жертв превышает 7800. Около 20 тысяч получили телесные повреждения. Жители Хатая делятся друг с другом шлемами, молотками, железными прутьями и веревками, чтобы поднимать обломки и самостоятельно спасать выживших. Помощи многие так и не дождались. Родители этого мужчины по-прежнему под завалами. Он говорит, что уже устал плакать. Мы выбираемся своими силами, выбравшихся отправляем в больницы, хороним людей на свои средства. Все очень сложно. Такое с нами впервые. Другой местный житель потерял родителей, но надеется еще спасти своего двоюродного брата. Мы хотим спасти наших жен, родственников и друзей, оказавшихся под обломками. Мы пытаемся вместе с ними хвататься за соломинку. Но без спасателей очень сложно. Мой двоюродный брат под завалами, а я ничего не могу сделать. В районе землетрясения в Турции объявлен режим чрезвычайного положения на 3 месяца. На местах работают тысячи спасателей, и их число постоянно увеличивается. Однако масштаб разрушений настолько большой, что людей и техники пока не хватает. Президент Таип Эрдоган сказал, что 70 стран предложили помощь в поисково-спасательных операциях и что Турция планирует открыть отели в Анталии, чтобы временно разместить людей, пострадавших от землетрясений.